Честно говоря, меня все радует. Все равно меня радует, что это все сохранилось хотя бы в таком ракурсе, в таком виде. Но мне все равно интересно здесь ходить. Благодарю Бога, что Он дал мне такую возможность посмотреть это все. Отсюда совсем другие виды. Там вроде какой-то еще поселок, что ли. Надо, бинокль опять забыл. В мотоцикле бинокль лежит, а мне, как всегда, как ошпаренный, куда-то бегу. Вот. Ну ладно, схожу до этого здания. Я не понял, где здесь был храм Ерды какой-то. Но схожу туда и буду идти обратно уже. Ну, все равно съездил, конечно. Ну, я прокатился на мотоцикле, конечно, мне интересно. Потому что уже сезон кончается, я думаю, он уже кончился. Тут 2 дня выпало. И мне удалось еще сезон продлить. Да еще не просто продлить, а 500 с лишним километров проехать. То ли маленькая башня, то ли еще что-нибудь. Вон он, Тарш. И здесь Энтери. Ну, если не ошибаюсь, Энтери называется. Так, надо... Вот так вот он будет лучше, меньше прыгать в видео. Снег лежит. Ну вот. Давай посмотрим, что здесь. Ну это не похоже на склеп, конечно. Так. Это не похоже на склеп. А это он и есть. Этот храм. Древний храм, это он и есть. Вот смотрите. Вот по-любому это никак не склеп. Тут, возможно, какой-то алтарь был. А если он языческий, это значит там вообще это какое-то капище. Или я не знаю, там технология их тех времен. Это вход. Это здесь, если по-нашему, по-христиански, алтарь. Ну вот, это он и есть. Это хорошо, что я его нашел. Дошел. Вот так вот. Довольно узенький проход. Вот, хорошо, что я в этих наколенниках еще. Опа! Вот я зашел, забрался, проник в древний храм. Сейчас я возьму штатив, камеру. И давай посмотрим поближе. Вот. Тут был... Нет, что-то прям церковь. Да нет, конечно, не может быть. Тут была балка, получается. Вот раз. И там вход, балка. А здесь что? Ой. Ну да, что-то тесновато. Что-то было, смотрите, вот и здесь какие-то входы. Ну, крыша, понятно, ее примостили. Она уже, по-моему, ее уже в современных кто-то немного подремонтировал, наверное. Ну, отлично. Все. Древний храм. Неважно, чья вера. Я вообще отношусь, мне без разницы, какая вера. Главное, чтобы люди были хорошие, чтобы относились с уважением к любой вере, как и я отношусь с уважением к любой вере. Мне без разницы. Мусульманская, там, иудейская. Я со всеми контактирую. Блин, меня не хочет отпускать этот храм. Фу, вот. Отпустил. Камень какой. Смотрите, какой камень интересный. Природа так сделала, что ли? Или рисовал. Или это отпечатки. Смотрите.
Это же ведь отпечатки древнего листа. Вот он. Лист. Лист был древний. Ну а как иначе? Природа так не может сделать. Она может стереть. Вот это да. Надо сфотографировать. Мне прям здорово повезло, я нашел. Ну, это лист, наверняка лист древний, там папоротник, неважно что, он был, это древний лист. Отпечатался. Вот она до сих пор еще. Штукатурка сохранилась. Так, ну что мне отсюда выйти? Откуда зашел, оттуда выйти? Ну, тоже уже держится. Держится на честном слое, что ли. Тут еще держится, вот она. Тот камень уже выпал. Здесь был камень, здесь штукатурка. А здесь уже я боюсь даже и трогать, она как-то... Ну, наверное, надо выйти, откуда зашел. Тут все-таки так. Что-то какой-то большой для этого храма. Ну, говорят, в древности люди маленькие были, но я тоже не очень-то большой. Ну, ладно, не будем спорить. А здесь вот была стена еще проходила. Вот стена, я веду по ней. И вот она, эта стена, это был двор, значит, при храме. Опа. Вот, пойду сейчас гляну, и туда на верхушку поднимусь и буду уже собираться домой. Ехать. Вот. Да, это храм. Все, мне повезло. Мне повезло, что я его нашел. Маленький храм, какая разница. Здесь был вот Гули, вон блестит там этот мечеть. Надо ее как-то поближе проехать, снять. Она красивая мечеть, вообще изумительно сделана, с выдумкой. Тут дальше. Там вроде еще крепость есть. Похоже, есть крепость еще, но давай на следующий раз. На следующий раз, потому что надо, чтобы было желание сюда ехать, посмотреть еще. И все на сегодня. Все, значит, все говорю о том, что я дальше не пойду, я буду снимать обратно пути. Вот сейчас тяж. Оп. Тяж. И вот этот храм. Я все равно, там по-ингушски мне написали, я все равно не пойму, как его назвать. Попробую с этой стороны, с другой стороны обойти его. Тоже, чтобы уже для полного счастья, для полного понимания сниму храм этот. Ой, надо фотографировать. Это интересно. Дело в том, что я не был, я не видел вот этих гор, которые сейчас за храмом. Я их не видел. Нет, конечно, не видел. Или почти не видел. Но мне интересно. Интересно, конечно. Хорошо, что я сюда ехал. Салги, значит, на следующий год уже, когда потеплеет, когда совсем сухо станет, чтобы я мог проехать. Видно будет на чем. Желательно с ночевкой. Да, храм еще держится. Как жалко, что нету дат. Нету дат производства. Вот на этом камне было бы, например, выбили там какое-то число. Вот. Самого основания храм. Вот так вот. Вот
такая красота. Вот еще сниму. Вот. Не знаю, это Цейлуам или какая-то другая гора. Да, без разницы, какая разница. Красота просто. Еще нашел вот это вот, видите, оно зацвело от старости. Здесь зацвело, и здесь, и здесь. Там с той стороны заложили. Да нет, там раствор. Там раствор. Ну, интересно, что здесь было. Что-то было. Это специально такая сделана отверстие в стене. Знаешь, какая-то балка вставлялась, может, еще что-то. Но она сделана. Там, я думаю, туда это как бойница, а нет. Там камень лежит на растворе. Так что вот так вот. Ну ладно. Древние камни. Красота взял бы, говоришь, но не хочу, пускай лежат. Я их сюда не ложу, пускай лежат. Опа! Видишь, сразу мне Бог не дал упасть. Правильно сделал, что ли? Не стал камни брать чужие. Здесь стена проходила, вот она идет. Крепостная. Все равно эта крепость была. Не так просто. Вот. Ну и там я уже обошел все. Иду на спуск. Людских нету. Нету людских этих следов. Одни коровы здесь ходят. С одной стороны, даже это хорошо. Для меня лично со всех сторон хорошо. Чем меньше народу, тем больше кислорода. Меньше будут здесь срачи. Я вот посмотрел вчера видео, как там в Крыму все достопримечательности закрыты шлагбаумом. Думаю, здесь на Кавказе у нас все-таки еще лафа. Мне нравится вот это вот. А почему такие низкие эти? Низкие эти у входа. Вот он вход. И он низенький совсем. Снизу камни. Интереснее. Ну все, пошел. А вот дальше вышел на эту сторону и увидел вон кладбище. Кладбище такое мусульманского, уже мусульманского типа, не языческого, которое когда хоронили в склепах. Если кто будет спорить, но я не спорю. Я просто говорю, что совсем не настаиваю на этом. Вот так вот. И не надо, я буду все-таки, я уже не раз говорил, что я буду за хамство, за провокации удалять нас со своего канала. О. Камни прям чистенькие. Чистенькие. Они вроде должны оштукатурены быть. Но здесь они совсем чистые, даже не видать следов штукатурки. Пройду мимо кладбища. Конечно, что я его не увидел. Ну вот оно, древнее кладбище. Подошел к нему. Подхожу. Огорожено. Ну, камни стоят, памятные камни. Тут, собственно, что тут можно еще ожидать? Без дат, без всего. Подобное я видел в Мамисонском, в Осетии Мамисонском ущелье. Вот там выше вроде склеп еще есть. Там какая-то железка еще. Не пойду, я устал. Нафиг. Вот тут тоже вот это вот. Наверняка небольшую яму вырыли и прикрыли сверху. Потому что по-любому здесь 2 метра никто копать не будет. Так что вот так вот. Ну все, пускай покаяться с миром. Так, и мне вон туда теперь. Думаю, что, я ж вон почему получилось. Я забрался на гору, теперь должен мне просто катиться вниз колобком. Был бы мальчишка, сейчас бы лег на бок и катился бы туда. Или бегом бежал бы. Сейчас уже не получится. Вон виды на это я показываю на тяж. Еще сверху. Вот, тяж снова попал на и моих видео. Так вот.
Что-то я увлекся. Там же другая, там же мне через ложбину проходить. А я иду тут по горе. Потом придется там корячиться мне катиться вниз. Ну ладно, тропинка такая хорошая. Пройду, может, мы там что-нибудь еще интересного увижу. Хотя там вроде и не видел я уже ничего. И когда смотрел снизу. Вот. Устроено было в древности Мангышей. Вот смотрите, вот та башня нижняя, беленькая. Да, беленькая. Ловит сигнал оттуда сверху с ущелья. В смысле ловит, но я по-современному говорю. Передает сюда на Тарш. С Тарша идут сигналы вот туда, на этот Энтери. По-моему, Энтери. И там далее передается по ущелью, что идет враг. Готовьтесь. Похоже, мне придется сейчас сдавать назад и идти на ту тропинку. Ой, какая красота. По-моему, это можжевельник называется, низкорастущий. Так, потому что я вышел в ложбину. Здесь, опа-на, вон куда мне нужно идти вниз. Тут мне прохода, я вроде тропинка есть какая-то. Тропинка, да зачем мне там спускаться? Пойду я по травке здесь. Вон сюда. Сюда вниз, сюда спущусь и пойду дальше. А здесь-то по каменюкам я все-таки не хочу. Это не хочу. Вот так вот. Склеп. Склеп, видать, это. Так бы я, конечно, к нему не зашел, а я сверху получилось. И тут вот маленький склепик тоже отсвечивает, ни черта не видать. Так, как бы его сделать, чтобы он завалился здесь, свалился, завалился. Так, где мне спускаться? Мне надо все равно вот туда на тропинку. Туда влево не стоит мне идти, потому что уже становится стрёмно. Камешки тут такие. Да. Тут завалило навсегда. Ну, может, когда-то разберут его. Вот. Понятно. Да? Понятно то, что ни черта не понятно. Ну ладно, пойду я. Ну, подойти к центральному входу, что ли. Тропинка нет здесь. Ой, я не знаю, я уже запутался. Ну да, тут... Нет, там все-таки похоже на этот, на храм. Что-то я заболтался. Я не знаю, там есть что-нибудь. Есть что-нибудь. Если есть, пускай лежит с миром. Вот так вот. Штукатурка держится до сих пор. Довольно крепко держится. Так вот. Ну, теперь надо спускаться. Так, здесь я не пойду. Надо на тропинку, туда вправо к тропинке идти. Приходится идти зигзагом, иначе напрямую я не спущусь, потому что я не горный козел. Так вот. Ну, немного, ничего страшного. Пару зигзагов, и я на тропинке. Ну, ничего, немного блуканул, но я посмотрел, что в этом склепе. Фото надо сделать тяжелее еще раз. Сейчас я немного запутался. Ну все, я вышел на тропинку. Козью. Уже козлов здесь больше никто не ходит. Вот он тут. Склеп. Кони пасутся. Тяж. Дорога. Горы. Ну что, спасибо тебе, Якушите. Я все равно порадовался. Еще раз довелось мне сюда приехать. Я уже не думал, что я уже самое весной говорю. До свидания, до свидания. Заключительная серия. И снова еду. Мне нравится здесь. Все. Тут, по идее, ручеек должен быть, но
Он иссох, высох. Ну а здесь просто ручеек сверху должен был бежать. Бежал, вернее. Но весна пройдет, будет бежать. И вот туда. Потому что это вода проточила. Так вот. Склепы древние. Ну, надеюсь, что их подремонтируют все-таки. Кости. Плохо, что кости лежат там на виду. Не по-христиански это как-то. Так вот. Ладно, поштукатурено было. В тяж я уже заходить не буду. Пойду по этой тропинке к мотоциклу. Но тяж сниму сверху. Потому что я здесь не ходил. Поленился. Ну туда я торопился, лялах. Сейчас мне торопиться надо. Хотя, как не надо? Надо. Мне теперь надо, пока светло, пока так холодно добраться до дома. Потому что солнце сядет, будет холодно. Ой-ой-ой. Надо еще переодеться, я мокрый весь. Но я рубашку взял ниже. Так что так вот. Все. Какой-то бледный вид, не пойму. Какая-то дурацкая камера, она мне не нравится. Вот сейчас хороший вид. Вот. Он стал бледный становится. Ну ладно. Не раздражаться я. Да ладно, пускай снимает. Я вижу эти узкие бойницы. Вот опять я вижу эти узкие бойницы. Вон они, есть они, присутствуют. На той башне нету, здесь вот они есть. Оставайтесь в башне, храните свою красоту, неповторимость. Я в Грузии видел пару башен. Одна на Анануре крепость. Стоит точно ингушская башня, просто копия. И вплотную к ней храм построенный. Я не помню, но, наверное, на Анануре есть храм. Вплотную, прям вплотную. Если бы храм строили, вернее, впереди был храм, а потом башня, такого башни бы не строили вплотную. Прям вплотную, там даже и рука не пройдет. Ну, не рука, может, пройдет, но больше ничего. И храм 16 века. Значит, башня была построена раньше. Вот что я хотел сказать. Ингушская башня. Точно такая копия. У меня есть на этом, на моем YouTube-канале. Ананура называется крепость. Посмотрите, кому интересно. И в сторону Кипсурети, если ехать, там еще одна башня. Но я ее не видел, я просто видел ее на видео на чужих. Город на высоте стоит. Похоже на ингушские. Я не говорю, что они не похожи. Вот так вот. Древние крепости. Вот ямы древние, что-то здесь было, наверное, крепости, вернее, какое-то, что-то было, короче, не знаю, я уже устал. Еще раз прощальное видео показываю на закате. Уже получается на закате. Пора ехать домой. Все. Ну, сейчас должен показаться мой верный мотоцикл. Вот. Все, зеркала блестят. Шлем есть, фуфайка упала. Все на месте. Ветер поздувал все. Ну и хорошо. Это хорошо.
Я, по крайней мере, на Кавказе не боюсь оставлять вещи, мотоцикл в открытом доступе, скажем так. Фу. Вот он, все на месте, просто поздувало. Ну что, надо переодеться сейчас, немного чайку